Магазин. Факторы риска 3600 была с доставкой со всеми. Там две большие. Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз кезекті журнал клубының онлайн сессиясында кезекті баяндамамызды бастаймыз. Бүгін бізде Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің екінші курс резидент неонатологы Айдарова Аружан талқылайды. Аружан, бастасаңыз болады. Здравствуйте, я резидент-неонатолог второго курса Айдарова Аружан. Сегодня хотелось бы доложиться докладом факторы риска смертности у маловесных недоношенных новорожденных с внутрижелудочным кровоизлиянием. И хотелось бы отметить, что данная статья носит информационный характер и на стадии публикации в зарубежный журнал, пока неизвестно, на каком журнале будет опубликована эта статья. Актуальность заболевания с внутрижелудочным кровоизлиянием в мире среди недоношенных детей колеблется от 14,7 до 44,7%. В Европе, Северной Америке, Азии и Австралии показывает, что внутрижелудочное кровоизлияние 3-4 степени является частым осложнением преждевременных родов. Осложнением вероятность развития тяжелой степени тяжести внутрижелудочного кровоизлияния высокая у крайне недоношенных детей в самом низком гестационном возрасте. По данным разных исследований, частота внутрижелудочного кровоизлияния у недоношенных детей с очень низкой массой тела при рождении варьирует от 20 до 27,8%. И смертность при внутрижелудочном кровоизлиянии тяжелой степени составляет от 44 до 52%. Цель данного доклада является то, что выявить факторы риска смертности у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении с внутрижелудочным кровоизлиянием. И зачем это важно? Обладая точными знаниями о факторах риска, можно улучшить стратегии лечения и реанимации, что напрямую влияет на исходы у этих новорожденных. Факторы риска можем отметить то, что предрасполагающие факторы – это генетические факторы, пневмоторакс, низкая масса тела, недоношенность, низкая шкала Апгара, колебания парциального давления у матери, преждевременное отсроченное колебания давления головного мозга и недоразвитие зародышной матрицы может привести к внутрижелудочным кровоизлияниям. Если останавливаться по морфологии, есть у нас герминальный матрикс. Герминальный матрикс в передних рогах боковых желудочков находятся незрелые клетки, предшественники олигодендроглии и астроциты. Эти клетки, присутствующие до 35-38 недель беременности, еще не завершили процесс созревания и становятся особенно чувствительными к повреждающим факторам. Далее, особенности кровоснабжения. Мозг недоношенных детей характеризует терминальным типом кровоснабжения желудочковой системы. Это приводит к нарушению капиллярных связей и отсутствию плавного перехода от артериального к венозному кровотоку, создавая зону особенно чувствительную к ишемии. Также важную роль играют особенности венозного кровоснабжения в перивентрикулярных зонах. И пассивное давление у недоношенных детей кровоток зависит от системного артериального давления, в отличие от доношенных, у которых он регулируется независимо. Это делает недоношенных детей более уязвимыми к кровоизлияниям, особенно в последние недели беременности, когда формируется ауторегуляция кровоснабжения.
Методами диагностики являются у нас УЗИ головного мозга, нейросонография. Материалы и исследования было исследовано 228 историй болезни недоношенных детей с внутрижелудочным кровоизлиянием с менее 1500 граммов и менее 32 недель. Методом случая контроля Центра перинатологии и детской кардиохирургии все данные были собраны и отработаны с СПСС программ. Эта программа была взята с кафедры иммунологии, и там проводились исследования. И она далее, если останавливаться результатом модели одномерно-логистической регрессии, все факторы показали положительную связь со смертностью, такие как 1-3 балла по шкале Апгар на первой минуте. Он показал, что на 8 раз превышает риск смертности. Первая группа крови на отношение шанса 2 раза выше риск смертности. Респираторный дистресс-синдром 18 раз выше. Ателектаз у нас 4 раза выше на смерти риска. ДВС-синдром у нас отношение шанса 10 раз показал выше риска смертности. И некротизирующий энтероколит отношение шанса показал 9 раз выше риска смертности. После одномерной логистической регрессии мы провели многофакторную логистическую регрессию. И, то есть, если одномерная логистическая регрессия, каждый фактор риска загружался по отдельности и исследовался, то многофакторная логистическая регрессия, все эти факторы загружались вместе. И когда все вместе загружались, вот от РДС, респираторный дистресс-синдром, не показал статистическую значимую связь. Он утратил свою значимость. И тут мы можем видеть 1-3 балла по шкале Апгар на первой минуте, отношение шанса 4 раза выше показался, риск смертности приводит. Первая группа крови 2 раза выше, ДВС-синдром 5 раз, телектаз 3 раза отношение шанса и некротизирующий энтерокарит 4 раза выше приводит к смертности с внутрижелудочным кровоизлиянием. Далее мне хотелось бы остановиться на каждом факторе. Апгар, шкала Апгар, низкие оценки 1-3 балла у недоношенных детей с низкой массой тела менее 1500 граммов значительно увеличивает риск развития внутрижелудочного кровоизлияния, особенно 3-4 степени, которые могут вызвать серьезные неврологические последствия, такие как церебральный паралич. Далее, при этом состоянии наблюдается гипоксия, асфиксия, низкий балл указывает на проблемы с дыханием, кровообращением, гипоксия, что ведет к повышенному риску повреждения мозга. Далее, незрелость сосудов мозга. У недоношенных детей хрупкие сосуды мозга склонны к повреждению при нестабильности кровообращения. Далее у нас гемодинамические нарушения и окислительный стресс, асфиксия увеличивает повреждение клеток сосудов и ухудшает состояние мозга. Влияние группы крови. У детей с первой группы крови отмечается снижение уровня ключевого фактора свертывания. Это у нас такие как факторы 8 и фактор фон Виллибранда. Эти факторы играют критическую роль в свертывании крови, что особенно важно для недоношенных детей с незрелыми и хрупкими сосудами мозга. Снижение этих факторов может повысить риск кровоизлияния в головной мозг. Далее, риск кровоизлияния при гипоксии. Недоношенные дети часто страдают от гипоксии, что может повреждать мозговые сосуды, и люди с первой группы крови могут иметь слабую реакцию на гипоксию. Также у матерей с первой группы крови иногда образуется кислота антигена плода, что может привести к гемолитической болезни новорожденных. Это ухудшает общее состояние новорожденного. Если далее у нас ДВС-синдром. При ДВС-синдроме можем отмечать нарушение гемостаза, тромбоцитопения, снижает свертываемость крови, что увеличивает риск кровотечения. И дефицит факторов свертывания при ДВС-синдроме приводит к их быстрому расходованию, ухудшая кровоостанавливающую способность. Повышенная проницаемость сосудов.
воспалительные процессы повреждают сосуды, делая их более уязвимыми к разрывам и к кровоизлиянию. Также снижение кровотока и гиперперфузия мозга увеличивает риск ишемии разрывов сосудов. Также тут же тоже будет отмечаться гипоксия и системная воспалительная реакция усиливает повреждение сосудов, вызывая как тромбообразование, так и кровотечение. Далее у нас ателектаз, следующий синдром, следующий фактор ателектаз, это там же можем увидеть то, что ухудшение газообмена и гипоксии. Ателектаз снижает объем функционирующей легочной ткани, что ухудшает кислородоснабжение. Гипоксия может усугубить внутрижелудочное кровоизлияние, усиливая колебания артериального давления, нарушая мозговое кровообращение. Это может провоцировать новые кровоизлияния, ухудшая состояние ребенка. Далее, повышенное внутричерепное давление у новорожденных с внутрижелудочным кровоизлиянием и ателектазом гипоксии может привести к повышенному внутричерепному давлению, что увеличивает риск увеличения объема кровоизлияния и летальным исходом. Также при ателектазе увеличивается риск инфекции, заражения новыми и незрелых систем. Новорожденцы низкой массы тела часто имеют незрелые органы. Ателектаз может быть следствием незрелости легких, что усугубляет общий стресс на организм и увеличивает риск критических осложнений. И далее у нас некротизирующий энтероколит. При НЭК мы можем отметить выделение провоспалительных цитокинов. При НЭК происходит активация иммунной системы, что приводит к выделению цитокинов. Это у нас интерлейкина-6 или факторы некроза опухоли. Эти вещества увеличивают проницаемость сосудов, что может способствовать утечке жидкости из клеток и сосудов, увеличивая риск разрыва сосудов в мозге. Далее ишемия воспаления. Ишемия при НЭК ухудшает кровоснабжение, усиливая риск разрыва сосудов и кровоизлияния. Шок, коллапс при НЭК увеличивает риск осложнения, ухудшения мозгового кровообращения. Также может развиться сепсис. Далее системно-воспалительный ответ может проявиться. Также далее хотелось бы остановиться на профилактике. Первое у нас поддержка сосудов. Стратегии должны сосредоточиться на стабилизации церебрального кровообращения и поддержке васкуляторов зародышного матрикса для борьбы с хрупкостью сосудов, связанной с внутрижелудочным кровоизлиянием. Далее, пренатальные глюкокортикоиды. Назначение глюкокортикоидов, например, метазона, дексаметазона, женщина в предродовых родах до 34 недель значительно снижает частоту и тяжесть внутрижелудочного кровоизлияния у новорожденного. Далее, управление высокими рисками. Беременные женщины должны направляться в специализированные медицинские учреждения для лучшего мониторинга и управления продолжительными родами, которые увеличивают риск внутрижелудочного кровоизлияния. Реанимация после рождения. Важно нормализовать оксигенацию и вентиляцию после рождения, чтобы предотвратить колебания церебрального кровообращения, которые могут привести к ВЖК. И профилактика судорог. Традиционные препараты, такие как фенобарбитал, фенотоин используют для предотвращения судорог, и надо профилактику судорог делать. И к заключению, таким образом, у глубоко недоношенных детей с внутрижелудочным кровоизлиянием необходимо учитывать такие постнатальные факторы риска неблагоприятных исходов, такие как первая группа крови, 1-3 балла шкалы Апгар, респираторный дистресс-синдром, НЭК, ДВ-синдром, ателектаз. Важно предупреждать у недоношенных детей, особенно имеющих первую группу развития тяжелой степени РДС, НЭК, способствующих тяжелому ДВ-синдрому. В этой связи важна антенатальная и постнатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома и ателектаза, а также соблюдение стратегии постнатальной профилактики внутрижелудочного кровоизлияния. И немаловажное значение имеет пролонгирование беременности и пренатальный консилиум
с выбором адекватного вида разрешения, что уменьшит рождение недоношенных детей с низкой оценкой по шкале Апгар. Благодарю за внимание. Благодарю, Аружан. Дорогие коллеги, если у вас есть вопросы, можете задавать. Исследование проводилось у нас в Казахстане. Думаю, вам было очень интересно. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Қоя берсеңіздер болады. Әріптестер? Жақсы. Аружан, сізге доклад үшін өте көп алғысымды айтамын. Өте актуалды тема. Бұл біздің әріптестерімізге өте пайдалы болды деп есептеймін. Келесі аптада кездескенше күн жақсы. Әріптестер, бұл доклад записі YouTube каналында сақталады. Сол жақта мен сіздерге ссылка керек болса тағы да жіберемін. Сол жақтан қайталап көрулеріңізге болады. Рахмет, Аружан, сау болыңыздар.